Южная Осетия – это как невспаханная целина, залежь больших возможностей в прямом и переносном смысле этого слова для развития и становления малого предпринимательства и бизнеса, возможностей для производства экологически чистой продукции в условиях нашей республики. Именно эта тема является лейтмотивом нашей беседы с молодым предпринимателем Давидом Лоховым. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы в селе Хитагурово Цхинвальского района хотим познакомить вас с нашим земляком Давидом Лоховым. Давид долгое время жил и учился в Москве, получил высшее образование в Москве, работал в России и теперь приехал на свою родину. Здравствуйте, Давид. Расскажите коротко о себе. Какое образование вы получили и где поработали? Я учился в Московском государственном университете прикладной биотехнологии. Я по специальности технолог мяса и мясных продуктов. После окончания вуза я пошел по специальности на завод, но я недолго там проработал и ушел в менеджеры. И уже занимался продажами уже для мясокомбинатов, специй, оболочек. И был руководителем нескольких торговых домов, которые снабжали по всей России разные крупные мясокомбинаты. Вернувшись на свою родину, человеку свойственно как бы посмотреть со стороны на экономику, на природу, на возможности. Какое мнение у вас складывается? В первую очередь, когда я вернулся и посмотрел на все, что происходит, у меня возник такой диссонанс, потому что друзья и родственники говорили, что здесь ничего нет, здесь нет никаких перспектив, а наоборот, я, глядя на все, что происходит вокруг, и все, что я видел перспективы очень большие. И именно поэтому несколько лет назад я попытался начать и фермерское хозяйство, и производить сыр, и теперь занялся производством алкоголя. Я любое направление, какое вижу в Южной Осетии, я вижу в нем очень большие перспективы. Я обратил внимание на то, что мы многие наши возможности используем очень слабо. А то и не используем. Да, а то и не используем. Хотя перспективы, еще раз повторюсь, очень большие и очень серьезные. Вот это я увидел. Давид, вы выйдете, когда смотрите, какие товары на наших рынках. Мы видим, что в основном это привозные, импортные и привозные товары. А местной продукции как таковой очень мало. Да. И это у вас какие чувства вызывает? Сожаление и упущенные возможности? В первую очередь, когда я езжу на рынок, на базар, и почти все продавцы говорят, что это грузинское, это из Грузии, это там. Я бываю озадачен. Я на самом деле бываю озадачен. Или из Кабарды. Или из Кабарды, да. Потому что на фоне того, что у нас замечательная природа, очень хорошие возможности развития сельского хозяйства, мы очень многое покупаем из-за рубежа. И вызывает очень серьезное беспокойство, что покупая у наших соседей, которые буквально вчера мечтали нас уничтожить и не раз пытались стереть нас с лица земли, сегодня мы у них покупаем фрукты, овощи, и как они покупаются, как они проверяются. К сожалению, я этого не знаю, но это вызывает очень большие опасения. И что хочу сказать, очень, с другой стороны, приятно, что появляются люди, которые начинают активно заниматься, выращивать помидоры, огурцы, арбузы. Мы узнаем о них, и не только люди должны поддерживать их, покупая эту продукцию. Наверное, руководство наше тоже как-то на это обратить внимание и чем-то оказать какую-то помощь. Ключевыми словами в нашей беседе являются малый бизнес и предпринимательство – это основа современной экономики. И именно сельское хозяйство – это самая мощная, сильная отрасль, которая может потянуть за собой малое предпринимательство и экономику.
Именно сельское хозяйство при действенной государственной поддержке местного предпринимателя-производителя может стать локомотивом экономики. Давид, во всех передовых развитых странах Западной Европы большое, огромное значение придается местному предпринимательству. Правильно? Конечно, да. И с этой целью там на государственном уровне происходит регулирование импорта, экспорта, поддержка собственного сельхозпроизводителя в форме дотаций, в форме государственного регулирования цен. Все это. Нам надо вот теперь оглядываться на вот эти страны и брать с них пример. Ну, малый бизнес – это основа любой экономики. И, ну, как бы я Америку не открываю, но это действительно так. И сильный малый бизнес – это очень большие возможности для самого государства. И, как я сказал, раз уж у нас уже появляются какие-то производства, какие-то фермерские хозяйства, соответственно, уже все больше и больше руководство нашей страны должно защищать их интересы. Как-то, может быть, какими-то пошлинами на ввозимый товар, может быть, еще какие-то меры, чтобы простой фермер, который своим трудом, своим потраченным временем, потом и кровью выращивает все это, чтобы это не уходило за бесценок, чтобы покупатель, приходя на рынок, он видел, что вот это наше осетинское, выращенное, чистое, экологическое, сделано с душой и все, и не представляет какой-то опасности. И, соответственно, продавец, который вырастил это на нашей земле, продает по адекватной цене. И человек уже будет покупать этот товар. И это касается и помидор, и мяса, и всего чего угодно. Мы все можем сделать сами. Очень многое, по крайней мере, мы можем, что касается сельского хозяйства, мы можем сделать сами. Я поддерживаю любое начинание, и туризм, и любые другие направления. Но сельское хозяйство – это самая мощная, самая сильная вообще область, которая может помочь развитию в целом нашей страны и потянуть за собой остальные направления. Ключевое слово – это освоение огромного потенциала производства экологически чистой продукции. Именно через экологически чистую продукцию мы можем выйти на международный уровень. И это станет отправной точкой возрождения Осетии. Вообще нужно сказать, что любая химия, что в мясомолочной индустрии, что в сельском хозяйстве, она направлена на то, чтобы увеличить выход, чтобы получить больше прибыли и затратить на это меньше времени. То же самое вырастить огурец там не за месяц, а за 2 недели. То же самое курицу или да все что угодно. Соответственно, это сказывается и на конечном потребителе. И на этом фоне во всем мире, да, в той же России очень большую популярность приобретает именно экологичность, именно чистый продукт. Если конечный покупатель уверен в том, что он покупает полезное, экологичное, он отдаст за это любые деньги, на самом деле любые. И мы на этом фоне можем получить не только для нашего жителя, не только дать среднестатистическому осетину, ребенку, женщине качественный продукт, который, естественно, в перспективе скажется на его здоровье, но и выходить на международный уровень, потому что нам есть что предложить, нам есть чем удивить. Это не только всеми нами любимые осетинские пироги, которые в России очень популярны, и не только сыр, но со временем появится что-то, чем мы еще будем гордиться, тем, что мы можем продавать, продвигать и тем самым усиливать себя и свою экономику. Действительно, в западных странах очень сильно развит малый бизнес и семейный бизнес. Да. И я думаю, у нас в республике тоже есть люди, которые хотят что-то организовать, у которых есть какие-то мысли, идеи, задумки. И
есть ребята, которые возвращаются из разных стран, городов, которые действительно что-то увидели и хотят это воплотить здесь у нас. И зачастую им не нужна помощь. Вот на самом деле, если даже брать лично меня, то я могу сказать, что я сам справлюсь, я сам приложу все усилия, я найду средства, но, скажем так, не мешайте, не душите, дайте возможность, Прорасти. да, реализоваться, дайте возможность себя проявить. И вот человек, который душой старается продвинуть свое дело, он старается делать это качественно. Правильно. Он старается, чтобы покупатель, клиент, он остался доволен. По крайней мере, я исхожу из этой логики. Да. Пусть даже в ущерб себе, пусть даже там с минимальной прибылью, но человек остался доволен, и это самое главное. Когда у нас появится культ покупателя, тогда мы действительно увидим большие перемены. И мне не нужны кредиты, мне не нужны какие-то деньги, мне нужна возможность себя реализовать. Я хочу, и я думаю, такие же ребята, как и я, которые приезжают и осуществляют свои идеи, нам, наверное, скорее нужна возможность себя проявить, потому что я думал об этом, там есть и бизнес-планы, есть и какие-то задумки, я действительно думал, может обратиться, но потом я все взвесил, все за и против, и я понимаю, что я справлюсь сам. Может быть, государству, когда мы наберем обороты, может быть, нам стоит именно государство просить, чтобы нам было проще в другие города отправлять нашу продукцию, выходить на международный уровень. Вот тут помощь, конечно, очень нужна. Именно содействие, потому что сами с этим нам сложно будет справиться. Потому что я не считаю правильным чуть что обременять государство, чуть что бежать и просить деньги, чуть что и что-то требовать. Нет, мы сами, слава Богу, здоровы, имеем голову на плечах и должны что-то делать. У каждого есть какая-то возможность, и не надо бояться осуществлять свои идеи. Да. Это сложно, но результат он того стоит. Я получал предложения о работе и в Южной Осетии тоже, когда приехал. Но я приехал сюда с идеей, с мыслью. Я хочу хотя бы часть, хотя бы то, что мне под силу, вывести не просто на уровень Южной Осетии, но на уровень других стран тоже. Я хочу со временем, чтобы появлялись такие же энтузиасты, как и я. Не сегодня-завтра мы будем составлять конкуренцию нашим соседям. И мы будем представлять нашу продукцию на международном уровне. И о нас заговорят, о нас узнают. И когда-нибудь, я уверен в этом, на полках хороших магазинов будут представлены вина не только Италии, Франции, Германии, Абхазии, Грузии, но и наши вина на достойном уровне, и наш алкоголь. Мясоперерабатывающая отрасль для вас знакома? И как вы очень довольны продукцией, выпускаемой Ростоном? Я очень рад, что у нас появилось такое производство, действительно современное, передовое. К сожалению, я не был внутри, но, насколько я наслышан, очень хорошее производство. Но в то же время никто не отменял конкуренцию. Да. И без конкуренции ничего хорошего не будет. В первую очередь для покупателя. И если будут появляться мини-цеха, которые будут производить какую-то продукцию. Местные изделия. Да, конечно, местные, которые будут составлять конкуренцию Роздону. Мне кажется, это будет только на пользу всем. Это будет подстегивать, делать качественно, составлять конкуренцию. По крайней мере, для добросовестных производителей. Ключевое слово – это создание новых и усовершенствование уже имеющихся вековых традиций нашего народа поистине национальных брендов.
сыра, масла, мясных изделий, осетинских алкогольных напитков и из местной чистейшей зерновой продукции, а также традиционных виноградных, плодовых и ягодных вин. Как вы считаете, местную перерабатывающую отрасль необходимо развивать, мясомолочную, правильно? Безусловно, если у нас появился мясокомбинат, если у нас будут появляться мини-цеха, которые тем самым будут обеспечивать сбыт для фермеров, это потянет за собой очень хорошую Животноводство. цепочку. Конечно, и животноводство будет потихоньку укрепляться и вставать на ноги. Вот вы сказали о местном национальном сыре. Об этом тоже скажите, перспективы нашего национального сыра не полностью уже освоены, правильно? Вы знаете, когда я учился в институте, моим преподавателем был Габараев Александр Николаевич. И он учил, что технолог отличается от рабочего тем, что он знает и понимает, что происходит во время процесса. Да. И то же самое было, когда я начал изучать сыроделие, вообще как это все происходит, традиции нашего сыроделия. И несмотря на то, что наш сыр полезен, очень вкусный, он может и является отправной точкой для других сыров, потому что на базе осетинского сыра можно делать другие сыры, более сложные, более благородные, которым нужна выдержка, определенные температуры. И это нам под силу, потому что все эти сыры, они вышли из домашних хозяйств, из домашних подвалов, из рук людей, простых фермеров, простых крестьян, которые делали это в первую очередь для себя, для того, чтобы были какие-то запасы. Да. И это мы видим во всех странах Европы. Там это очень сильно развито. И в этом плане нам нужно брать пример. Конечно, нужно брать пример, потому что мы, как молодое государство, должны брать все лучшее. Да. Все лучшие примеры и стараться применять их у себя. Для того, чтобы у нас действительно появился свой мощный бренд горского сыра, возродился этот бренд, я бы сказала, и получил развитие, нужно все-таки развивать и перерабатывающую отрасль. Малый бизнес, он необходим. Он действительно необходим. В любом направлении, будь то алкоголь, будь то мясо или молоко, или фермерское хозяйство, или те же магазины. Хотя, понимаете, разница, допустим, того же цеха и магазина в том, что какую цепочку мы можем проследить. Человек едет во Владикавказ или в Пятигорск, оставляет там деньги, привозит сюда товар, продает его, получает прибыль и опять увозит деньги в Россию, грубо говоря. То есть, конечно, он платит здесь налоги, конечно, он здесь что-то тратит, но основная масса денег, по моему представлению, я могу ошибаться, но насколько я это вижу и насколько я понимаю, основная масса денег уходит за рубеж. А цеха и вообще перерабатывающая промышленность, любая, будь то она маленькая, будь то она крупная, она тянет за собой все остальное. Опять-таки на своем примере, пусть даже в малых масштабах, но я покупаю пшеницу у местного фермера. Так. Я перерабатываю эту пшеницу, Так. и получив от нее все, что мне от нее нужно, я отдаю ее обратно фермеру, обратно соседу, на корм курицам, потому что он замечательно подходит. И вот такая цепочка с увеличением моих мощностей увеличится реализация продукта у фермера. Появится еще один Давид, который делает что-то и будет покупать у этого фермера пшеницу. То есть промышленность и перерабатывающая промышленность, она локомотив, которому мы должны способствовать, чтобы оно возникало. Потому что, еще раз повторюсь, у нас правда благодатная земля, и мы многое можем сделать. Мы даже не представляем, насколько многое мы можем сделать и как сильно это поможет нашей республике. Чем вы сейчас заняты? Что вы делаете? И какая идея у вас? Я говорил о том, что мы многое не используем на полную мощность. То же самое алкоголь. У нас почти в каждом доме, в каждом селе есть
там, женщины, там, моя бабушка делала. Кто делает водку? Домашнюю водку, но посмотрев на процесс, который должен быть, и посмотрев на процесс, который есть у нас, я понял, что мы делаем, ну, не совсем правильно. И есть над чем поработать, Да. чтобы был действительно Усовершенствовать. хороший продукт. Я именно за это борюсь. Я не думаю в перспективе, хотя мне предлагают и там какие-то подсказки, там линии, разливные, что-то. Нет, я делаю мало, но я делаю от души. Я знаю, что это хорошо, что это не травит людей, что у меня она чистая, потому что там я очищаю ее трижды. И кокосом, и молоком, и временем, и чем угодно. Я знаю, что я делаю что-то качественное. Со временем я хочу выдерживать в бочках уже не 1 год, чтобы это было что-то. И возвращаясь к тому, что я говорил ранее, выйдя на международный уровень, как это негромко звучит, но хотя бы в этой сфере, на этой стезе я смогу заявить о Южной Осетии как не только о красивом регионе, не только как о регионе, который дал нам осетинский сыр, если говорить о продуктах, но и как о качественной водке. Правильно. Я когда своим знакомым ребятам из Москвы, там, России рассказываю, говорю, все почему-то вспоминают некачественную осетинскую, североосетинскую водку. Но я говорю, Да. все, прошло это время, теперь будет качественная осетинская водка. Вот. И да, заказывают, забирают и в Северную Осетию, и в Москву я отправлял, потому что нравится, и меня это мотивирует еще больше. Я сейчас занимаюсь ремонтом своего помещения, потому что я хочу, чтобы оно было презентабельным, отвечало неким нормам, которые должны быть у любого производства перерабатывающего, потому что все то, что попадает на стол и в пищу к покупателю, оно Да. должно быть Высокого качества. высокого качества. Соответственно, должно быть под каким-то контролем. Это, я считаю, это необходимым, потому что пищевое направление очень бесконтрольное, очень опасное. Да. Очень опасное. Поэтому я сейчас занимаюсь ремонтом, у меня очень много идей и по поводу араки тоже, потому что есть мысли, есть идеи, хочется все реализовать, многое, что пока не успеваю, но я думаю, со временем будет чем порадовать и покупателей. Я так понимаю, ты продвигаешь идею создания национального бренда, Да, напитка, да, качества, культуры напитка, правильно? конечно. К сожалению, хочу отметить, что очень многое, что есть в наших магазинах, ну, я Некачественное. думаю, ни для кого не секрет, оно и некачественное, оно и фальшивое. И действительно, вот эта проблема алкоголизма, пьянства, она во многом из-за некачественного алкоголя. И Да. я почему говорил, что я изучал этот вопрос не просто как просто процесс, а именно химию процесса. Что же происходит в моем алкоголе, когда я делаю те или иные вещи? Действительно, хороший, качественный алкоголь. И я это слышу от тех, кто покупает у меня. И люди говорят, на утро ты бодр и нормальный, не болит голова. Во время застолья ты не сходишь от нее с ума, ты просто получаешь удовольствие и приятное общение. Вот позволь спросить, вот какие компоненты применяешь вот при производстве вот своего напитка? Это местную, наверное, пшеницу, Да, да? у меня пока только пшеница. Я делаю только из пшеницы. Были эксперименты из другого сырья тоже, но пока не увенчались успехом. И в ближайшее время, я надеюсь, будут и другие зерновые культуры. И я планирую заказать еще оборудование, которое сделает мой продукт еще качественнее. Ключевое слово
Роль государственной поддержки в становлении и развитии малого предпринимательства бесконечно огромна. Что касается сбыта, естественно, на территории Южной Осетии мы сможем обеспечить наших жителей, но все равно наши мощности намного больше, поэтому, может быть, нам стоит с нашими союзниками, которые у нас есть уже, с нашими партнерами и с нашим соседом большим, договориться о возможности ввоза этой продукции. Ну, я знаю, работа над этим ведется, да, и это замечательно. Каждая небольшая победа в этом направлении всегда очень приятна. Да. И если в будущем, я надеюсь, в ближайшем, дорога в Россию нам откроется, то это будет очень большим стимулом для того, чтобы мы вообще развивались и появлялись любые производства, любые перерабатывающие производства. Потому что, ну вот я там в будущем году или через год планирую там познакомиться, встретиться с фермерами, которые выращивают, с садоводами. Мне нужны яблоки, я хочу попробовать яблочный самогон, груши. Вообще многое, что хочу попробовать, и именно выдерживать это в бочках на многие-многие года, оставить там лет на 5, и потом уже попробовать, посмотреть. Завершающее слово. Родину нужно любить не издалека. Родина нуждается в специалистах, в молодых, энергичных, предприимчивых силах, способных вывести малое предпринимательство, сельское хозяйство, перерабатывающую отрасль на современный уровень сегодня и сейчас. Давид в расцвете сил и энергии уже не побоялся оставить удобства и широкие возможности столичного мегаполиса ради достижения своей цели на родной земле в Южной Осетии. И он ждет единомышленников и последователей. Много причин, почему ребята остаются. На самом деле очень много причин. И одной из причин это то, что здесь их ничего не ждет. Именно они, получив высокое образование, получив хорошие знания, и я, к сожалению, знаю такие примеры. Были попытки вернуться, были попытки куда-то устроиться, были попытки... И печально наблюдать за тем, что хороший специалист остался невостребован в Южной Осетии, и когда он разочаровался, его с радостью опять забрали в Москву, и он хорошо устроился на работу. Вот это печально, вот это на самом деле огорчает. И я думаю, что если мы ждем специалистов, то мы должны готовить для них места тоже. Да. Чтобы если там не какой-то заоблачной зарплатой, то хотя бы перспективами. Зачем-то же он, ну, есть патриотизм, есть... любовь к родине, да, наконец. есть, но детей тоже кормить нужно. Да. Детей тоже нужно Материальная кормить. сторона. Это тоже нужно. Хотя бы какая-то база должна создаваться для тех молодых людей, которых мы ждем, которых мы призываем. Это водка, которую я специально сделал к этой дате. Заказал вот эти замечательные коробки из дуба, вот, и гравировку. Этикетку тоже, она не совсем похожа на стандартную этикетку, то есть здесь республики, которые нас признали, страны. Вот. Ну, я планировал с правительством, ну, к людям, с людьми, к которым я обращался по поводу этой водки, что мы вместе еще додумаем дизайн самой. Я хотел вот страны, вот кто нас признал, какие-то, может быть. Вот. Ну, да, вот это подарочное. Я вообще планирую в будущем вот эти коробки и гравировку заказывать под определенные даты и вообще под заказ. Может быть, кому-то на свадьбу, в подарок, и может быть просто в память об Осетии. Что-то вот. Да, это достойно. Да. Это вот бутылка, которая потоковая, скажем так, в магазинах, в кафе, в ресторанах, вот именно она. Вот эта бутылка ежевичного вина, она старая бутылка, то есть это вот дизайн самый простой, самый обычный. Сейчас я жду и этикетку, и бутылки уже. Да, все это будет очень достойно, очень, очень хорошо выглядеть. Любое дело начинать очень сложно.
всегда есть сомнения, всегда есть какие-то препятствия, всегда есть какие-то сложности. Но набравшись смелости, уверенности и веры в свое дело, успех обязательно придет. Именно сложности, именно преодоление каких-то препятствий, они усиливают вкус победы, усиливают результат. И вот чего не нужно, это бояться. Вообще осетин и страх это рядом, они как бы не стоят, поэтому нужно смелее осуществлять свои идеи, не бояться своих идей. Если даже вам все сказали, что это не получится, а вы в это верите, значит это надо делать. Не обращай внимания ни на кого. Поэтому дай нам Бог, чтобы больше было смелых, молодых ребят, которые осуществляют смело свои идеи. И, соответственно, это будет сказываться и на нашей республике.